Привет всем, кто смотрит это видео. Я тут решил поделиться своим прочтением текста Пушкина, конкретно это стихотворение «Вольность», и при этом приложить интерпретацию прочтения другими людьми. Вот один из вариантов. Давайте мы прямо включим вот это мнение. Потому что к 1830 году Пушкин слишком много знал о Петре I и Наполеоне. Обоих он называл гениями. Но кто же не помнит, что Петр I собственноручно совершал казни и обрек на смерть собственного сына, а Наполеон был великий полководец. То есть человек, на совести которого множество человеческих жизней. Тут у нас прекрасный повод подумать об оправданности самого словосочетания. Великий полководец. Полководец. Человек, направляющий войну. Человек, отправляющий людей во множестве на смерть. Можно ли называть такого человека великим или нет? Для того, чтобы пролить некоторый свет на этот вопрос, давайте посмотрим, как сам Пушкин судил о Наполеоне. В 1817 году совсем юный Пушкин создает знаменитое стихотворение «Оду вольность». И в этом стихотворении он пишет о Наполеоне так. «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу, читают на твоем челе печать проклятия народы. Ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле». Ну, казалось бы, однозначно отрицательная характеристика. Вот представьте себе, некто рассказывает вам о том, как Пушкин относился к Наполеону и цитирует эти строки. И умолкает. Какой вы сделаете вывод? Понятно, какой. Вы скажете, Пушкин ненавидел Наполеона. И это будет совершенно справедливый вывод. Однако... Так, вот смотрите, есть мнение, что вот эта вот строфа «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу» относится к Наполеону. Вот и я вот тут хотел как раз и выразиться, собственно, сомнение, что именно эти строки относятся к Наполеону. На самом деле, как мне кажется, как я понимаю этот текст, на самом деле этот текст не противоречит почитанию Наполеону. Почему? Давайте мы сейчас разберем это стихотворение. Он в этом стихотворении, наоборот, восхваляет Наполеона. Он уже тогда почитал, он пожизненно восхвалял Наполеона. Он не изменил этому мнению. И потом, давайте сначала разберем вообще сам текст. О чем вообще текст? Вольность. Конечно, основная тема идея свободы, как многие говорят, допустим, да, вот смотрите, беги, сокройся от очей Цитеры, слабая царица. Претензии сразу к Афродите, да, вот царица, бог красоты, допустим, ну вот, да. Где ты, гроза царей, где ты? Да, цари должны бояться идеи красоты, идеи свободы, да. Свободы, гордая певица, где ты? И вот Пушкин берет на себя смелость, что я теперь буду говорить за тебя. Приди, сорви меня с венок, разбей изнеженную лиру, хочу воспеть свободу, свободу миру, на тронах поразить порок. Вот смотрите, вот удивительное сочетание. Он не говорит о том, что он хочет свергнуть трон или высказать идею того, что трон не нужен. Да. Он хочет воспеть свободу и на тронах поразить порок. Он всего лишь на тронах хочет порок поразить, но при этом трон должен остаться. Свобода миру и трон. И вот свобода должна быть на троне. Вот всего лишь поразить порок надо, но трон должен остаться. И теперь следующая строка. «Открой мне благородный след того возвышенного галла».
Многие тут приписывают это понятие Гал, типа там некий поэт Шенье немецкий, да, но при чем тут вообще Шенье, вот, да, Гал, ну, французский, вот какая разница, при чем тут поэт, возвышенный Гал? Это, конечно, я воспринимаю как образ Наполеона. Вот где Наполеон, открой мне благородный след того возвышенного Гала. Почему? Наполеон для Пушкина это некий идеал трона. Вот я именно вот тут, вот где Наполеон. Открой мне благородный след того возвышенного Галла. Почему Наполеон? Кому сама средь славных бед ты гимны смелые внушала. Ведь еще обращение идет к цитире, да, вот. Открой мне, вот, и говорит, да, питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите, да, вот, да, а вы мужайтесь, то есть он обращается к тиранам, при этом Гал – это его некий пособник, это, ну, условно, путеводитель. Это так же, как путеводитель в ад у Данте, допустим, да, когда Вергилий вводит Данте по аду, тут точно так же Пушкин обращается к Наполеону, как к идее, как примеру свободы, да. Вот. А теперь тираны мира, трепещите. А потом обращается к народу, мужайтесь и внемлите, восстаньте падшие рабы. Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железо, законов, гибельный позор, неволи, немощные слезы, везде неправедная власть, в сгущенном мгле предрассуждений воссела рабство грозный гений, и славы роковая страсть. То есть рабство грозный гений, это народ, он раб, да, и да, вот там, ну, народ порабощен, да, может быть, и народу приятно, что он порабощен, и может быть раб, он, зачем рабу как-то много думать, о себе думать, о смысле жизни думать, может быть, и рабу приятен вот этот, самый приятный, он кормит раба, допустим, да, ну, ладно, да, работает на хозяев. И славы роковая страсть, ну, а те, которые на троне, они хотят славы, да, роковая страсть. Лишь там над царскою главой народов не легло страдание. Над царской, вот смотрите, да, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетанием. Ну, над головами царей, тронов есть вот эта вольность, где всем простерт их твердый щит, это о вольности речь идет, где сжаты верными руками граждан над равными главами, их меч без выбора скользит, и преступление свысока сражает праведным размахом, где неподкупна их рука ни алчной скупостью, ни страхом. Это о свободе речь идет, о вольности. Владыки, обращение. Вам венец и трон дает закон. Вот смотрите, теперь он говорит, да, закон выше трона. Вот идея, вот это она здесь выражена, а не природа. Вот что удивительно, тут противопоставление природе идет, да. Стоите выше вы народа. Да, трон стоит выше народа по статусу явлений, но вечный выше вас закон. Но закон выше для царей, для тех, кто обладает троном, закон выше этого трона. Закон свободы, закон справедливости, можно сказать. И горе племенам, где дремлет он неосторожно, где иль народу, смотрите, иль царям законом властвовать возможно. То есть народ тоже не должен брать выше того, что вот он якобы повелевать этим законом должен. Нет, закон должен повелевать народом. Так же, как и закон справедливости должен повелевать троном. Здесь мы и народ, и трон, они все подвластны вот этой идее вольности. А теперь смотрите, идет обращение, тут идет теперь пример низвержения трона. Вот. Восходит к смерти Людовик, ввиду безмолвного потомства, главой развенчанный приник, кровавый плах вероломством, молчит закон, как пример молчания закона, народ молчит тоже, да, падет преступная секира. То есть эти молчат, трон молчит, народ молчит, да, ну а справедливости и нет. И се злодейская порфира на галлах
кованых лежит галлы уже с маленькой буквы, на народе галлов, да, смотрите, Наполеон пришел, говорит, надо быть свободным, он дух свободы привнес, а вот эти вот народ и трон, и Людовик, не соблюли они вот это вот принципы света, да, принципы вольности, они этого не сделали. И дальше, смотрите, самовластительный злодей, это не к Наполеону обращение, а это намек, я так понимаю, на Александра Первого. Вот он, да? Тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу, читает на твоем челе печать проклятия природы, ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле, да? Когда, вот дальше идет, почему это я говорю про Александра I, потому что дальше идет логически, когда на мрачную Неву, он рассуждает же, на Неве же врач, говорю, вот этот трон, да, на Неве звезда полуночи сверкает, и беззаботную главу спокойно сон отягощает, глядит задумчивый певец, тут, конечно, еще другая тема исходит из этого текста, тема противопоставления певца свободы, певец свободы, это самый лучший символ, поэт имеется в виду, символ того, что он противопоставляет себя как трону, так и народу в равной степени. А тут вот конкретно против трона, да, глядит задумчивый певец на грозно спящий среди тумана пустынный памятник тирана, забвению брошенный дворец. И слышит клии страшный глаз за сими страшно. А теперь смотрите, образ. Вот какой образ здесь вырисовывается? Вот, это образ крепости. Смотрите, стены, да, за сими страшными стенами. Почему стены? Это крепость, я так понимаю. Калигулы последний час он видит живо пред очами императора, который был низвергнут, да. Он видит в лентах и звездах вином и злобную поену идут убийцы потаенные. На лицах дерзость и в сердце страх. Молчит неверный часовой. Вот смотрите, крепость, стены, часовой, да. Идут убийцы. Откуда убийцы идут? Извне откуда-то. Опущен молчим мост подъемный. Врата отверсты в тьме ночной рукой предательства наемной. Эти двери открываются, да, руками предателей. О стыд, о ужас наших дней! Как звери вторглись янычары. Вот тут очень интересный момент. Янычары. Причем тут янычары вообще? А на самом деле, на тот период Пушкина, на тот период времени, я, как сейчас понимаю, образ янычар – это образ Тартарской империи, которая низвергалась Западной Европой. Наполеон был сторонником западной культуры, и он низвергал вот в лице Наполеона, в лице низвержения Тартарской империи. Вот речь о чем идет. Янычары – воплощение вот этого вот зла. Вот, в представлении Пушкина. Падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей. Янычары пришли, и вот этот трон, вольности нет, да, и народу, и чувства свободы нет, а этот гал, он, к сожалению, его нету. И теперь вот о чем и завершается, чем стихотворение-то. «И днесь учитесь, о цари», он к царям обращается, «ни наказания, ни награды, ни кров темниц, ни алтари, ни верные для вас ограды». То есть вы не скроетесь за тем, что вот, несправедливость вас не спасет. Склонитесь первой главой под сень надежную закона, то есть под справедливость надо встать, под закон справедливости или вольности. И теперь заканчивается, и станут вечной стражей трона, народов вольность и покой. На самом деле это стихотворение, в этом стихотворении нет противопоставления того, что Пушкин говорит, что Наполеон, он некий такой тиран, да. Это тиран как раз не Наполеон. Я тут вижу. Почему? Дело в том, что Наполеон – это спаситель духа Европы. Пушкин, он по духу имперец, он представитель Российской империи.
И Наполеон вместе с Российской империей, они низвергали Тартарию. Вот на самом деле о чем это стихотворение.